Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бубушоева. С 11 по 20 августа 2025 года в Душанбе проходит городской тур республиканского конкурса «Фуруги Субидоно и Китобаст». В этот период в зале исполнительного органа государственной власти города Душанбе состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором был рассмотрен вопрос организации и проведения городского этапа конкурса. В зале исполнительного органа государственной власти города Душанбе состоялась рабочая встреча с участием председателя городской комиссии республиканского конкурса «Фуруги Субидоно и Китобаст» Дельбар Одильзода, представителей профильных городских структур, членов жюри третьего тура апелляционной и наблюдательной комиссии. В рамках встречи участники были ознакомлены с графиком мероприятий, составом жюри и ответственными лицами, задействованными в проведении третьего тура конкурса в Душанбе. Обсуждены текущие вопросы подготовки и порядок проведения городского этапа. Отмечено, что конкурс «Фуруги Субидоно и Китобаст» проводится уже в 7-й раз под эгидой лидера нации президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Ежегодно он объединяет большое количество участников и способствует выявлению новых талантов. Участники заседания также обратили внимание на трудности, с которыми сталкиваются конкурсанты, особенно учащиеся младших классов при освоении объемного материала в 4 номинациях: детская и юношеская литература и устные произведения, классическая таджикская литература, современная таджикская литература, мировая литература. В связи с этим уже 2-й год подряд учреждается дополнительная номинация Гран-при конкурса, обеспечивающая более справедливый подход и равные условия для всех претендентов. Для повышения прозрачности конкурса, предотвращения субъективных оценок и удовлетворения запросов участников принято решение о полном фиксировании хода третьего тура. Членам жюри рекомендовано придерживаться единых критериев оценки и выдвигать наиболее талантливых конкурсантов на республиканский этап. Отметим, что третий тур конкурса в Душанбе пройдет с 11 по 20 августа текущего года. В Агентстве по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана состоялась торжественная церемония открытия новой лаборатории радиационного картографирования. В мероприятии приняли участие президент Академии наук Таджикистана, ученые и специалисты в данной области, а также представители соответствующих структур. Подробности в нашем материале. Новая лаборатория Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана, открывшаяся в торжественной обстановке с участием президента Академии наук, ученых и специалистов области, а также представителей соответствующих структур, оснащена современным компьютерным программным обеспечением, разработанным для создания точных радиационных карт с использованием данных гамма-излучения, измерения дозы и координат GPS. Эти карты позволяют осуществлять детальный мониторинг радиационной ситуации, обеспечивать безопасность населения и окружающей среды, а также своевременно реагировать на потенциальные радиационные угрозы. Президент Академии наук Таджикистана отметил, что открытие лаборатории является важным шагом в укреплении системы национальной радиационной безопасности. Наши технологии и научные исследования будут способствовать повышению точности и эффективности мониторинга радиационной ситуации. Также, по словам специалистов, данная лаборатория станет ключевым звеном в системе химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности и будет способствовать реализации государственной политики в области защиты радиационной и экологической безопасности, а также было отмечено, что использование современных методов анализа данных и геоинформационных технологий позволит улучшить качество прогнозов и снизить риски. На базе данной лаборатории также планируется разработка атласа радиационных карт территории Таджикистана. Церемония открытия лаборатории завершилась демонстрацией работы программы и образцов радиационных карт, которые будут использоваться для анализа и планирования мероприятий безопасности.
6 августа состоялось рабочее совещание, посвященное дополнительным мерам по расширению безналичных платежей. В совещании приняли участие представители Министерства юстиции, Министерства экономического развития и торговли, Министерства промышленности и новых технологий, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Агентства по инновациям и цифровым технологиям, Налогового комитета, Национального банка, а также руководители финансово-кредитных организаций, банковских ассоциаций, финансовых учреждений страны. В ходе заседания представители Министерства финансов представили дорожную карту по этапному внедрению системы безналичных расчетов во всех отраслях экономики с целью обеспечения полного охвата потенциальных источников доходов государственного бюджета. По завершении совещания участники обсудили предложения Министерства финансов и обменялись мнениями относительно перспектив и механизмов дальнейшего расширения безналичных платежей. С 1 августа в Республике Таджикистан начался прием учеников в первый класс на 2025-2026 учебный год. В новом учебном году учащиеся принимаются в школы в электронном формате через компьютер или с использованием программы «Едуниш». Подробнее о процессе приема учеников в первый класс в районе Смоли-Сомони смотрите в нашем репортаже. В настоящее время во всех образовательных учреждениях страны подготовка к новому учебному году продолжается на высоком уровне. Согласно программе подготовки 7-летних детей к обучению в первом классе, утвержденной постановлением коллегии Министерства образования и науки Республики Таджикистан, прием учащихся начинается с 1 августа. До этого времени для будущих первоклассников проводились ознакомительные занятия. В рамках поручения и указаний руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе в этом году все учащиеся общеобразовательных учреждений принимаются в первый класс через электронную программу «Едуниш». Этот процесс в районе Смоли-Сомони организован на необходимом уровне, и руководство и педагоги общеобразовательной школы номер 8 принимают детей в первый класс в таком порядке. Согласно типовому положению Министерства образования и науки страны, для приема в первый класс общеобразовательной школы необходимо предоставить личное дело учащегося, 2 фотографии размером 3 на 4 см, заявление родителей о приеме, свидетельство о рождении ребенка, медицинскую справку, 2 копии паспортов родителей, свидетельство о браке и справку с места жительства. Как сообщили ответственные лица во всех учебных заведениях города Душанбе, прием детей в первый класс осуществляется бесплатно. Общеобразовательная школа номер 8 района Смоли-Сомони ведет обучение на 2 языках – таджикском и русском, и спрос со стороны родителей на обучение в этом учреждении высокий. На сегодняшний день руководство и педагоги школы приняли в первый класс более 190 детей с использованием как электронной программы «Едуниш», как и традиционного способа. В общеобразовательной школе номер 10 района Смоли-Сомони также организован прием учеников на необходимом уровне. Прием детей в группы с таджикскими и русскими навыками обучения в образовательных учреждениях осуществляется на бесплатной основе в соответствии со статьей 41 Конституции Республики Таджикистан, статьями 6 и 16 Закона Республики Таджикистан об образовании, пунктами 7 и 38 типового положения об общеобразовательных учреждениях. Следует отметить, что в этом году в первый класс идут дети, родившиеся до 31 декабря 2018 года включительно. Если ребенок родился 1 января 2019 года или позже, он не принимается в первый класс. В офисе Федерации футбола Таджикистана состоялась рабочая встреча с делегацией Федерации футбола Австралии. На встрече с генеральным секретарем Федерации футбола Таджикистана Фуркатом Ахмеджановым, начальником Международного департамента Федерации футбола Таджикистана Давлатмандом Исломовым и директором женской футбольной лиги Таджикистана Сухробом Ашуровым приняли участие генеральный менеджер департамента женского футбола Австралии Карли Миликин, менеджер по международным партнерствам футбола Австралии Том Энгельхард, бывший игрок женской сборной Австралии Хэма Саймон и заместитель посла Австралии Джереми Гатри. Встреча была приурочена к участию женской молодежной сборной Австралии в отборочном турнире Кубка Азии 2026 в Душанбе и первому совместному семинару КАФА Футбол Австралия по развитию женского футбола. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, обмена опытом, совместных инициатив и проектов в области развития женского футбола, в том числе тренерских и образовательных программ, обмена визитами и участием в международных мероприятиях. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Всем хорошего вечера. До свидания.